В эфире новости, в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. Новые детские и спортивные площадки установят во дворах Якутска. Продолжается программа благоустройства столицы. Вторая партия вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник Ви» поступила в Нерюнгринский район. Строительство Дворца детства стартовало в Мирном. Столица республики к 2032 году должна стать креативным городом с богатым человеческим капиталом. Об этом заявил Айсен Николаев. Над проектом указа главы республики на протяжении всего времени работали члены Кабинета министров, представители муниципалитета и общественники. Айсен Николаев обозначил задачи, на которые нужно обратить внимание в первую очередь. Среди них он назвал создание мест в школах и детских садах, избавление города от деревянных многоэтажных домов. Немаловажным он назвал развитие цифровизации и малого бизнеса, создание транспортной инфраструктуры, безбарьерной среды и призвал обратить внимание на производство местной продукции. Тем временем компания «Синет» установит 10 детских площадок в 10 дворах столицы республики. Дополнительно будут сооружены спортивные площадки. Также управляющие компании будут заниматься местами сборов твердых коммунальных отходов во дворах и устанавливать малые архитектурные формы. Об этом говорили сегодня на расширенном заседании управляющих компаний округов и пригородов Якутска, которые попали в трехлетнюю программу благоустройства столицы. Напомним, что за 3 года в столице обустроят не менее 40 дворов. На реализацию программы в бюджете города предусмотрено 600 миллионов рублей. Кроме того, планируется дополнительное привлечение средств из республиканского бюджета. Здесь есть большая работа, направленная со стороны больших наших управляющих компаний. Прометей Плюс, ЖКХ Губинская, Солидарность, Альтаир. Эти компании у нас сегодня, и многие другие компании, которые попадают во двор, поэтому в тех дворах, где мы зайдем в этом году ремонтировать, жители могут быть уверены, что управляющие компании у них хорошие управляющие компании, которые согласны делать дворы лучше, готовы вкладывать деньги, чтобы жителям было комфортнее, горожанам. Якутия лидирует по показателям рождаемости на Дальнем Востоке. Об этом сообщила заместитель председателя правительства республики Ольга Балабкина в ходе ежегодного отчета властей. Также она сообщила, что в прошлом году родилось на 138 детей больше, чем в 2019. Порядок выплат на детей от 3 до 7 лет изменится в республике. Об этом сообщила министр труда и социального развития республики Елена Волкова в ходе ежегодного отчета властей. Сегодня величина выплат равна половине прожиточного минимума, а после 1 апреля будет зависеть от глубины нуждаемости семьи. Так, семья сможет получить средства в размере 50, 70 или даже 100% от прожиточного минимума, то есть от 17 тысяч рублей. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации разрабатывает дополнительные критерии, определяющие получателей пособия. 52 новых случая коронавирусной инфекции выявлено в республике за последние сутки. Так, в Якутске 23 случая, в Мирнинском районе 8, в Нерюнгринском 6 случаев, в Алданском, Мегинокангаласском, Аймиконском и Эвено-Бытантайском районах по 2 случая. По одному в Амгинском, Вилюйском, Нижнеколымском, Тампонском, Усть-Алданском, Хангаласском и Чурапчинском районах. Что касается вакцинации, на сегодняшний день в республику поступило всего 49 712 доз вакцин против коронавирусной инфекции. Вакцинация активно проводится в Якутске и во всех районах. Первую вакцину получили 33 527 человек, вторую – 16 436 человек. Иммунизация позволит быстрее справиться с коронавирусной инфекцией, поможет создать массовый иммунитет и снизить заболеваемость коронавирусом. Сегодня в Нерюнгринский район поступила вторая партия вакцины «Спутник Ви» от нового коронавируса. По этому случаю на связи с Нерюнгри с нами находится наш корреспондент Екатерина Павлова. Екатерина, приветствую. Сколько доз вакцины доставлено в Нерюнгринский район и какой спрос на вакцинацию в поселениях?
Да, Кристина, приветствую. Напомним, первая партия вакцин в Нерюнгринском районе уже использована в полном объеме. Это 1050 доз. В основной своей массе привиты декретированный контингент. Это медицинские работники, работники социальной сферы и образовательной сферы, лица старше 65 лет и нерюнгринцы, которые самостоятельно записались и прошли процедуру. Серьезных побочных эффектов от вакцинации ни у кого не наблюдалось. Сейчас у этих лиц проходит период ревакцинации. А сегодня в Нерюнгринский район поступило еще 700 доз вакцины. 200 из них были распределены в поселение Нерюнгринского района. Мы встретились с заместителем главного врача Дмитрием Мартемьяновым. Вот что он говорит по этому поводу. За то время, пока у нас не было вакцины, записалось через госуслуги 220 человек. Всех мы их приглашаем, проводим им вакцинацию. Также с сегодняшнего дня открыт портал госуслуги для записи на вакцинацию. Работает телефон колл-центра 59 133. Соответственно, работать будем сегодня, завтра, в понедельник, 23-го у нас выходной, и 24 числа мы также продолжим вакцинацию. И, наверное, такое количество вакцин мы закончим уже буквально к середине, на следующей неделе. Конечно, желающих вакцинироваться очень много. Это и лица старше 65 лет, кому необходима вакцина для выхода на работу. Это мы ведем речь о работающих пенсионерах. Также есть список работников предприятий, их уже более 2000 желающих. Конечно, 700 доз совершенно недостаточно для Нерюнгринского района. О поступлении новой партии доз будет известно после использования текущей партии, предварительно через неделю. К другим темам. Первый в России класс «Майкромайн» открыли в горно-геологическом техникуме поселка Хандыга. Это событие имеет важное значение в развитии системы подготовки местных кадров для горнодобывающей промышленности региона. Мария Винокурова с подробностями. В торжественном открытии приняли участие представители горнодобывающих предприятий, Министерства образования и науки, промышленности и геологии республики, руководство Тампонского района, социальные партнеры и образовательные организации, готовящие кадры для промышленности. Компетенции, которые им позволят получить данный класс, это позволит им быть более конкурентоспособными в поисках работы, потому что тенденция цифровизации в горной промышленности очень быстрыми темпами идет, и многие компании уже, как мы увидели сегодня, данную программу используют в своей деятельности. Компания «Майкромайн» – ведущий поставщик инновационных программных решений, охватывающих весь цикл добычи от геологоразведки и управления данными до оценки ресурсов, проектирования шахт, планирования и контроля производства. Работа с образовательными учреждениями – одно из преимуществ компании «Майкромайн» в обучении и подготовке молодых специалистов. Мы со своей стороны постараемся обучить преподавателей техникума всем необходимым навыкам и компетенциям по владению Майкромайн, чтобы в дальнейшем они уже могли реализовывать свои программы обучения, программы дополнительного образования, внедрять в учебный процесс рабочих специальностей. В рамках открытия класса Майкромайн проведен круглый стол, на котором обсуждены вопросы происходящих изменений в технологических процессах предприятий в эпоху цифровизации, перспективы и дальнейшее развитие отрасли промышленности, пути реализации дуального обучения студентов техникума на базе предприятий, вопросы наставничества, шефства, заключения целевых договоров. Компания «Геопромайнинг» в Верхней Минкиче, они нам подарили 10 комплектов высокопроизводительных персональных компьютеров, которые мы установили в этом кабинете. Ну и, соответственно, по очень низкой цене купили лицензию на образовательное программное обеспечение у Майкромайн РУС. По итогам встречи ООО «Майкромайн РУС» и горно-геологическим техникумом подписан договор о дальнейшем сотрудничестве. Мария Винокурова, Богдан Тиянич, Хандыга, Тампонский район. Дворец детства начали строить в Мирнинском районе Якутии. Объект строится на базе незавершенных корпусов Политехнического института в 10-м квартале города. Сейчас он расположен на первом этаже жилого дома, а его помещения не соответствуют современным требованиям. Там работают студии по 4 направлениям. Проект здания разработан по стандартам Центра цифрового образования детей IT-Куб и детского технопарка «Кванториум». Он рассчитан на одновременное посещение 212 детей, а в сутки до 420 человек.
На днях среди якутских пользователей прогремела история многодетной матери Галине Посельской, оставшейся без света в собственной квартире. Виной всему, как утверждала девушка, послужила неисправная проводка. Пользоваться электроприборами стало попросту опасно, и уже с сентября месяца прошлого года семья перешла на освещение квартиры фонарем, гирляндами и голубым экраном телевизора. При этом, как утверждает Галина, просьбы о помощи управляющая компания дома игнорировала, а денег на замену проводки не нашлось. Однако, благодаря публикации в Инстаграм о проблеме девушки услышали местные предприниматели и выразили готовность помочь Галине. Да, необходимо делать ремонт. Проводка вся старая, советских времен. И не менялась. Здесь алюминиевая проводка, которая уже устарела в наше время. Сейчас во всех домах делается медными проводами делается проводка. Сейчас мы сделаем проводку тоже новую, полностью новую проводку сделаем. Работы модельера Варвары Филипповой и ее студентки Светланы Даниловой высоко оценили на международном фестивале в Вероне. С мастерицами встретилась Агафья Гоголева. Костюм якутского модельера Варвары Филипповой победил в фотоконкурсе «Платье для Джульетты» в рамках международного фестиваля «Костюм народов России». Наряд представляет собой шелковое светлое платье, легкую накидку и расшитые рукавицы в национальном стиле. Так как конкурс проходил онлайн, конкурсанты представляли на суд жюри фотографии. Над образом якутской Джульетты работала творческая мастерская подростков Z-Studio. Модельер передала им костюм, и ребята полностью сами создали образ. И таким образом все сложилось очень великолепно. Сама природа, минус 40 в этот день было на улице. Съемка проходила на сопке любви. Юная модель из Taya Models воплотилась в образе Джульетты. И вся эта творческая команда воплотила шикарный кадр, который покорил сердце всех на этом конкурсе. Кроме того, в номинации «Джульетта в миниатюре» второе место заняла работа студентки 4-го курса АГИКИ Светланы Даниловой, которая изготовила авторскую куклу под руководством своего преподавателя Варвары Филипповой. Это моя первая кукла. Я испытывала целую палитру эмоций, когда создавала ее. Но я, конечно же, как и во все свои работы, я вкладываю свою душу. Поэтому она запомнится мне на всю жизнь, как первая кукла. Я решила поучаствовать только потому, что я давно хотела попробовать создать куклу. А как раз-таки тут подвернулся удобный момент, чтобы показать себя и как раз-таки поучаствовать в конкурсе. История запретной любви вдохновила Светлану на определенный образ Джульетты, когда она понимает, что вот-вот разлучится с любимым и должна будет выйти замуж за другого. На ее лице выражение растерянности и безысходности. В будущем молодой модельер планирует открыть свое дело, продолжать творить и создавать красивые вещи. Агафья Гоголева, Илья Сыромятников, Якутск. На этом у меня вся информация. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. Еще больше новостей на наших сайтах jak24.ru и nvk-online.ru. Берегите себя и своих близких.